Тува по рождаемости находится на втором месте по России, поэтому необходимость в появлении новых детских садов высокая. Только в столице региона 8 тысяч малышей стоят на очереди в дошкольные учреждения. Всего в Кызыле 34 детских сада, посещают которые 8 тысяч детей. Последний раз новый детсад номер 22 по улице Упсунурская открыли в 2019 году. Поэтому в рио главы Тувы Владислав Хувалых при строительстве этих важных социальных объектов требует скорости и качества. В рио главы посетил строящиеся детские сады по улице Полигонная и Байхакская в Кызыле, которые ведет подрядчик «Мегастрой». Основная сегодняшним днем здесь проблемные виды работы, заказ оборудования, который мы должны ждать месяц после 100% оплаты. Оборудование касается на вентиляцию и пожарной сигнализации. Теплосеты построены до точки подключения, а сам подключение – это уже обязательство заказчика, не наше. И на оба садика с момента финансирования, с первого этапа, в этом году, пока у нас финансирования не было, с первого этапа финансирования нам надо 45 дней. 45 дней озвучиваем на основании того, что месяц по оборудованию доставка и 15 дней монтаж. До этого времени у нас свободно, все у нас готово будет. И асфальт будет на месте, и стены покрашены, и линолеум постелено. Весь материал у нас все есть. Подрядчик отстает от графика. К детсаду по улице Полигонной до сих пор не проведены тепловые сети, хотя сам объект готов к подключению. Здание может остаться зимой без отопления. Это значит, что трубы переморозят. Восстановление потянет за собой новые расходы. К сентябрю детсад уже должны были сдать, но очевидно, что строители не успевают. В рио главы Тувы Владислав Хувалых потребовал ускорить темпы работ со стороны ТЭЦ. Также он отметил, что прилегающие к детским садам территории должны быть благоустроены мэрией города. Элементарно нужно убрать старые киоски и привести в порядок дороги. Мы вообще ориентируемся на 1 сентября, правильно? Да. Весной, когда сюда приходили. А здесь я срок слышу 1 октября, 1 ноября вообще. Троцан вообще не стал еще не начал проектировать. Как быстро сделать, если проект закончится? Сам будут выполнять, да? Да. Деньги же оплачены? Проплачены. Проплатили. Тем более. Что не требуете? Пишем письма. Как письма пишем? Письма можете всю жизнь писать. Если дополнительные средства поступят в ближайшие дни, подрядчик планирует сдать объект к 15 октября. К открытию 2 детских садов в Кызыле готовы в свою очередь и новые коллективы. Особенно ждут места в детсад родители. Детский садик построен на 280 детей. Это получается 14 групп. От 1,5 до 3 лет у нас будет 80 детей, а от 7 лет у нас будет 200 детей будет. Штатная комплектованность у нас должно быть 92 сотрудников. Из них мы уже набрали 50%. Список детей у нас в департаменте уже набрано. Только когда садик уже будет готов, вот тогда мы будем приглашать родителей. Каждую неделю мы тесно работаем с подрядчиком. И, скорее всего, вот они обещают к октябрю открыть. На 2 объектах остались завершающие работы: внутренняя отделка, установка вентиляционного и противопожарного оборудования, а также благоустройство территории. По улице Байхакская, рядом со строящимся детским садом, в следующем году начнется возведение школы. Айдана Хулы, Чайхан Дунга, Казамат Очур, Тува 24.